Убийство 36-летней Илоны Пачуля, ее бывшим мужем Эдгаром Пачуля, всколыхнуло общественность. Трагедия произошла в Сухуми 16 августа на глазах у людей. После выяснения отношений с бывшей супругой Пачуля нанес ей удар раскладным ножом в область живота. Раненую отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. Эдгар Пачуля отправлен в следственный изолятор. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства. У бывших супругов остались 2 малолетних детей. Семейно-бытовое насилие в Абхазии широко обсуждают, когда случается очередная трагедия. Так случилось и в этот раз. Но те, кто много лет занимается этой проблемой, знают много историй жестокого обращения в семье, когда насилие носит цикличный характер. Мы стараемся о ней говорить осторожно и как можно чаще. Да, когда ты не вовлечен в эту деятельность, когда ты не вовлечен в правоохранительные области, когда ты не вовлечен в гражданское общество, да, то ты не веришь и не понимаешь, насколько эта тема важна и актуальна. Да, это та тема, которую мы должны обязательно обсуждать и обсуждать громко и часто. Случай, произошедший 16 августа в нашей стране, он дает возможность нам, обществу, задуматься над серьезностью проблемы, над сложностью всей этой ситуации. К большому сожалению, это не единичный случай, не первый случай подобной расправы, да, над женщинами. Периодически мы наблюдаем, слышим о таких трагических ситуациях, происходящих в нашем обществе. И вы знаете, вот всем этим случаям предшествует определенный ряд обстоятельств. То есть эти случаи, они не возникают спонтанно. И вот именно предыдущий период, или, как сказать, текущий период развития этих событий, он практически есть в каждом из таких случаев. Есть аналогичная ситуация, где бывший муж терроризирует бывшую супругу. И мне очень нравится такая фраза: давайте решать по-мужски, по-абхазски. Замечательно. У этой семьи есть люди, которые могут, наверное, решить эту проблему, но они бессильны, они говорят, а мы ничего с ним сделать не можем. То есть человек несколько лет терроризирует бывшую супругу, и спасения у нее от него нет. Один случай его закончился трагически, другой случай все еще продолжается. И где человеку искать помощи и защиты, все разводят руками. Законного механизма нет. За 3 года в кризисный центр Ассоциации женщин Абхазии, где много лет занимаются этой темой, обратилось 693 женщины, 27 мужчин и 35 несовершеннолетних. Домашнее насилие часто рассматривается как частное, семейное дело, но важно, как общество реагирует на эту проблему, говорит психолог Анна Таргашова. Очень важно, как общество реагирует на вот эти вот текущие семейные проблемы. Да? Почему? Потому что наше общество, оно исходит из того мнения, что вот некоторая такая завуалированная присутствует завеса, табуированная завеса, да, вообще реагирование на проблемы в чужой семье. Это тоже имеет место быть, конечно. Но дело в том, что есть некоторые моменты, на которые мы, вот как наше, да, гражданское общество, не должны индифферентно относиться и как попустительски. И чтобы вот было понятно, просто я расскажу на примере. Не так давно у нас вот в организацию к нам обратилась женщина, молодая женщина, мать 2 детей, она в разводе. И бывший муж, официальный развод, и бывший муж, он преследует ее, угрожает, просто не дает возможности жить ни ей, ни детям фактически. И до определенного периода она терпела, как могла, защищалась, да. Но когда настал тот момент кипения точки, когда все это стало происходить уже публично, в любое время суток, ведет она детей в детский сад или идет в магазин. Причем публично эти случаи, они настолько стали жестокими, вплоть до физической расправы, распускания рук, да, применения физической силы.
И вот она пришла за помощью, обратилась. И на мой вопрос, ну вот как, вот я говорю, это среди бела дня, да, происходит, как реагировало общество? Ну что, вас никто не мог защитить, там мимо проезжающие машины, люди ведут своих детей, мамы в детский сад. И она сказала, нет, не было никакой реакции со стороны. Причем это очень такая интеллигентная, да, то есть приятная женщина, девушка, то есть реакции никакой не было. И вот этот случай, вы знаете, он заставляет задуматься над тем, ну почему наше общество реагирует подобным образом, да, то есть вообще, точнее вообще не реагирует на это. И, как правило, вот подобные случаи от текущих конфликтов, затяжных конфликтов, они приводят в той или иной степени к подобным трагедиям. И поэтому наша задача, нас, социума, да, на общество, научиться правильно реагировать на начальной стадии, дабы не доводить до вот таких вот критических моментов. Когда я эту тему озвучила среди своих студентов юридического факультета, эта тема вызвала у них недоумение. На меня смотрели с сомнением. Они думали, я вот сейчас шучу или говорю правду. Потому что если, еще раз, ты не вовлечен в эту деятельность, ты можешь не поверить в то, что в нашей стране, где чтут семейные ценности, традиции, где уважение к женщине и ее защита являются приоритетными, может такое происходить. Поэтому сложно вериться людям. Зачастую говорят, что это какие-то надуманные кем-то истории. Хотелось бы разделить их мнение, но, к сожалению, это не так. Несколько лет общественные организации продвигают законопроект с рабочим названием «О защите от семейно-бытового насилия». В парламенте Абхазии он лежит с 2019 года. Только правовые механизмы помогут не доводить ситуацию до точки невозврата, убеждены правозащитники. Пока же по действующему законодательству правоохранители могут арестовать любителя распускать руки сроком на 15 суток. К защите прав жертв насилия в семье подключился офис уполномоченного по правам человека. Его руководитель Анас Кишмаря считает, что закон будет работать тогда, когда общество осознает наличие проблемы. На данном же этапе, по ее словам, надо усилить действующее законодательство. Он, конечно, нужен, но прежде чем говорить о законе как о целом и отдельном, да, нужно подготовиться к этому. Я считаю, что прежде всего нужно подготовить наше общество, потому что в действительности это касается абсолютно любого государства, не только нашего общества. Да, когда мы говорим о семейно-бытовом насилии или насилии вообще, мы говорим всегда и ищем виновную именно жертву. То есть, к сожалению, в глазах общества прежде всего включается такой механизм. Виновата жертва, не дала отпор, не так выразила несогласие. То есть прежде всего мы должны научиться воспринимать эту информацию и понимать, что применение насилия любого характера должно караться законом. Применение насилия не может быть оправданным. Человеку нужно понимать и чувствовать то, что деяние, совершенное им, не останется безнаказанным. То есть пока семейно-бытовое насилие является частью чьей-то маленькой проблемы, и пока человек, являющийся агрессором, понимает, что наказание его не достигнет, мы не сможем ничего добиться. Есть куча стран, где существуют законы о семейно-бытовом насилии, где женщина также страдает, просто там это доводится до логического и уголовного завершения. В странах, где нет этого закона, не заканчивается. Но проблема существует абсолютно везде, даже там, где закон прописан идеально, и механизм его исполнения также четко работает. В законодательстве вот эти моменты, связанные с семейным, с бытовым насилием, они, конечно, несовершенны пока. И, естественно, вот это зло, оно рождается от чего? От того, что нет безнаказанности. То есть я не хочу сказать, что сейчас правоохранительные органы не действуют. Нет, это совершенно другой момент. Но именно, вы знаете, вот проблема этого семейного, домашнего, бытового насилия, она очень тонкая. И в нашей практике бывали случаи, когда правоохранительные органы не потому, что они, скажем так, вот халатно относились, хотя некоторые именно
именно вот подразумевает подобное отношение, но не выезжали на случаи, один раз выйдут, второй, третий раз просто не выезжают, потому что говорят, слушайте, ну разбирайтесь сами, это ваша семейная проблема. И такие случаи тоже часты. Ну вот такого, знаете, лояльного, что ли, отношения к этой проблеме. Вот. Но я не говорю о том, что реакции никакой нет, естественно. Но, как правило, я подвожу к тому, что общество начинает реагировать на это именно когда происходят критические ситуации, понимаете? То есть вот когда спасать уже некого. Закона о домашнем насилии нет, и поэтому, например, ввести статистику о том, что даже у нас нет понятия нигде, да, это сложно. Потому что если бы был бы закон о домашнем насилии, то обязали бы соответствующие органы. Если ребенок сегодня там поступает в больницу, да, то там, естественно, сообщают милиции, да, но нету такой категории, как домашнее насилие, чтобы мы могли сказать, что вот столько-то жертв домашнего насилия, детей, там, скажем, попало в больницу, потому что такой категории не существует. В Уголовном кодексе там есть там хулиганство, да, различные статьи, но именно вот этого определения, которое бы помог бы более там качественно и защитить жертв, в первую очередь, например, там, профилактические мероприятия, когда мы говорим об агрессоре, и если, например, существует закон о домашнем насилии, то существуют ограничительные приказы, когда он не имеет права подходить к женщине. То есть это может спасти женщин. То есть, вот, например, если мы говорим о тех случаях, которые произошли у нас недавно, если бы у этого человека был там ограничительный приказ, и он не мог подходить, да, к жертве, то он, соответственно, не смог бы ее убить. Но как бы понятно, что есть страны, где есть законы, есть там браслеты, человек не подойдет ближе, чем на 100 метров, там, но происходит там все равно убийство. Но тем не менее это достаточно снизит количество, и мы сможем спасти многих женщин. В мае этого года на площадке Офиса по правам человека прошел круглый стол с привлечением всех заинтересованных сторон. Его результатом стала создана рабочая группа, которая займется нормативно-правовой базой. Для этого мы провели большое мероприятие, большое по значимости и количеству присутствующих. Когда говоришь о этой теме, то первое, что спрашивают, а сколько уголовных дел было заведено, сколько людей было осуждено. И, к сожалению, приходишь к такой мысли, что никого нет. Не потому, что этого не существует, а потому, что не доходит до прокуратуры. Люди не пишут заявления, нету обращений. И писать заявление здесь и сейчас, не имея единственный возможный рычаг давления – это административный арест на 15 суток, это малоэффективно. Вот. Для того, чтобы ввести диалог, да, мы пригласили заинтересованных участников. Да. Прежде всего, это представители правоохранительных структур. Это МВД, прокуратура, присутствовали депутаты профильных комитетов, присутствовал министр внутренних дел Роберт Киут, присутствовал представитель прокуратуры Елена Читанава, присутствовала организация «Женщин Абхазии». Цель была такая – донести до участников ту информацию, которая остается вот внутри организации. Да. Организация «Женщин Абхазии» долгое время занимается подобными кейсами, подобными сложностями, и, к сожалению, их подопечные не доходят до обращений в милицию. Вот. Для того, чтобы милиция и прокуратура была в курсе той статистики, которая существует в обществе, мы пригласили их. Выдалась очень интересная дискуссия, продуктивная дискуссия, итогом которой стало создание рабочей группы, в которую вошли представители всех заинтересованных вышеупомянутых структур. Да, это парламент, милиция, прокуратура, Ассоциация женщин Абхазии и вот сотрудники аппарата уполномоченных по правам человека, которые планируют внесение поправок в действующее законодательство для того, чтобы укрепить и усилить вот эти механизмы, которые в дальнейшем помогут нам в оказании реальной помощи, потому что у сотрудников милиции завязаны руки. Они не могут самовольно прийти в чужой дом, да, несмотря на те сигналы, которые могут поступать, и не могут вмешиваться в эти конфликты. К сожалению, пока ситуация не дойдет до критической, у государства завязаны руки.
Мы рассчитываем подготовить эти поправки и представить их в парламент. Бытует мнение, что домашнее насилие – это только физическое воздействие, но это не так. Понятие включает в себя сексуальное, экономическое и психологическое насилие. Масштабы домашнего насилия в Абхазии неизвестны, потому как не всегда жертвы насилия обращаются за помощью, не хотят выносить ссор из избы. Женщины терпят побои и даже насилие над детьми из страха, что станет только хуже. Говорим о семейно-бытовом насилии. Первое, что приходит на ум, это физическое насилие, когда более крупный, сильный человек, мужчина, превышает силу и травмирует женщину и детей. Да, не стоит забывать о том, что бытовому насилию подвергаются не только женщины, но и дети, и не только от отца, но еще и от матери. К сожалению, у нас до сих пор существует мысль о том, что ударить ребенка – это воспитательный процесс. И много случаев, когда в действительности детей надо спасать от мамы. Вот. Помимо физического насилия существует и сексуальное насилие, да, то есть принуждение к сексуальному акту является насилием, если одна из сторон не желает этого. А помимо физического насилия существует экономическое насилие, когда жертва ставится в рамки ограничений, и единственная возможность ее существования – это вот связь с агрессором-насильником. Также морально-психологическое, самый главный фактор – морально-психологическое давление. Да, тот самый буллинг, который существует не только среди школьников, но и среди взрослых людей, когда идет травля одного другим. Чтобы довести до физического, да, какого-то конца, то есть всегда предшествуют совершенно другие, более вроде бы как легкие формы. Одно вытекает из другого, потом переходит уже в какую-то такую сложную стадию. Вот. И что касается, например, психологического насилия и насилия психологического, в том числе над детьми, то здесь тоже очень такая тонкая грань, потому что зачастую слышишь, что ну вот что нас там не били, что нас в угол не ставили, что нас не воспитывали. Конечно, да, и это правильно, воспитывать в любом случае нужно, но когда опять-таки эта грань вот переходит вот какие-то нормы, то есть когда детей воспитывают, выгоняя там в обнаженном виде на улицу, дабы наказать ребенка, это уже насилие, это не воспитательный процесс. Когда ребенка засовывают в диван и сидят, разговаривают по телефону, а ребенок находится, да, внутри вот дивана, то есть это уже не воспитание, это уже насилие. Когда ребенку выжигают сигаретами, да, на руке в знак наказания, это уже тоже не воспитательный процесс, это насилие. Поэтому это очень важно различать и сразу не становиться в позу, что мы тоже были, нас тоже воспитывали, да, и нас тоже ставили в угол. Естественно, это было. Вот. Но это несколько другая форма. Кама Аргун много лет занимается вопросами защиты прав детей. Так вот, игнорирование базовых потребностей ребенка, когда родителям нет дела до своих детей, это тоже домашнее насилие, говорит она. Это то, с чем возглавляемая ею общественная организация сталкивается чаще всего. Говорить, с какими формами наши дети в Абхазии сталкиваются, мне будет трудно, потому что у нас нет статистики. Но я могу сказать вот по опыту нашей организации, с чем мы сталкиваемся. Вот одна из форм насилия – это пренебрежение нуждами детей, вот ребенка. Это когда родители не обращают внимания на удовлетворение там, базовых потребностей ребенка, то есть там какие-то физические потребности, психические, да, эмоциональные. Просто полностью все игнорируется, и вплоть до того, что у ребенка нет доступа к медицине, да, если у него какие-то заболевания, его могут не отводить к врачу. Там, он выпадает из системы образования. Вот, это то, с чем мы сталкиваемся. Сталкиваемся мы с этим достаточно часто. Я не могу сказать о том, что в Абхазии этот вид насилия в отношении детей самый распространенный, но может быть, потому что выявляемость именно вот этого вида насилия, оно легче, потому что есть там сейчас социальные службы, да, различные благотворительные организации. Это тоже как бы визуально видно, да, когда ребенок страдает от пренебрежения его нуждами, да, то это физически там, ты определишь, что там, он не отстает в развитии, да, не соответствует своему возрасту. Это как бы видно. Вот с этим видом насилия мы, к сожалению, сталкиваемся часто. Да. И тоже можно сказать такую закономерность, то, что, опять же, хочется подчеркнуть, из-за того, что у нас нет статистики, трудно говорить, что это вот такая картина в Абхазии есть.
Ну вот наш опыт, и часто это происходит там, в семьях, где родители их нуждами пренебрегали, и сегодня, они не знают другую модель, они ее копируют, уже воспитывая своих детей. И вот тут как бы уже задача там наше общество, государство, этот круг остановить, показать детям другую модель, вытащить их, спасти. Вот как бы для этого надо принимать соответствующие меры. В один из отчетов Уполномоченного по правам человека 2021 год там были данные о том, что 65 детей выпали из системы образования. Вот по вот этой цифре мы можем понять, если, есть разные причины, по которым дети не попадают в школу, да, но один из факторов, это, как мы и говорили, пренебрежение нуждами ребенка. То есть если ребенка не отправляют в школу, да, значит там вот есть какой-то фактор. И вот, как мы знаем, то, что пренебрежение нуждами – это одно из видов домашнего насилия. Если 65 детей, если это официально, да, на ту статистику, которой мы можем опираться, там часто могут не верить статистике общественных организаций или других, это вот та статистика, которая есть. Но это немало. Это очень много. Это очень много, если вот, например, в процентном соотношении на то количество населения, которое у нас есть, это очень много. Но, опять же, вот все эти цифры, они не настолько велики, чтобы мы не смогли с ними справиться, да? Мне кажется, что наше государство в силах, чтобы помочь вот детям, которые там выпадают из системы образования, или дети, которые там, родители пренебрегают нуждами. Вы знаете, вот есть семьи, которые вот вы в каждой организации, если будет вам примеры рассказывать, эта семья у них всплывет. То есть, значит, мы их все знаем, и значит, мы можем как-то повлиять. Но опять же, это должно быть усилие больше со стороны общественных организаций, понятно, но и государственных органов. То есть родители, они должны понимать то, что есть последствия их такого отношения к детям. Вот сейчас у нас уже есть кризисный центр, да, в Абхазии, и вот родители, некоторые до них, может быть, как-то начинает доходить то, что, оказывается, в Абхазии есть возможность детей определить, когда им, важно отметить, когда угроза в семье. Просто есть тоже за это время, пока мы работаем, ошибочное мнение, то, что если дети живут в бедности, да, скажем, то, что это вот их надо забирать. Но это неправда. Если детям угрожает опасность, да, только в этом случае их определяют в подобные центры. В Абхазии работают 2 проекта для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Один – это патронатные семьи, второй – негосударственный детский кризисный центр. Наконец-то у нас появился островок безопасности, где на полгода можно оставить ребенка, и он будет сыт, одет и согрет вниманием взрослых. С апреля, вот если говорить в общем, в нашем центре уже было около 16 детей, кто-то приходил на какое-то время, их определяли, вернее, потом дальше обустраивали их жизнь. А на сегодняшний день у нас 7 детей находится в кризисном центре. Если говорить о взаимодействии, то в кризисный центр нам отправляют детей органы опеки. Тоже есть ошибочное мнение, то, что кризисный центр определяет, кто из детей будет находиться в кризисном центре. Это не так. Вот, например, да, у нас есть представление по опыту наших организаций, и мы знаем, мы считаем, что вот этих детей надо определить в кризисный центр, но от нашего решения ничего не зависит, мы никак не влияем, и мы детей за руку в центр не приводим. Только когда есть соответствующее распоряжение, дети к нам попадают в центры. По нашей главной идеи, когда мы открывали кризисный центр, максимальный срок пребывания ребенка в кризисном центре – полгода. Если меньше – здорово. И вот за это время структуры должны определять ему постоянное место жительства, опекунов и прочее. Есть случаи, когда у нас, можно сказать, позитивно разрешается ситуация, да, дети потом определяются в семью. Вот этот процесс самый сложный. Мы когда открывались, тоже боялись, что немножко дети могут застрять. Да. Но мы не можем ничего сделать. Если прошло полгода и нету куда дальше отправить ребенка, и в семье ничего не меняется, или семьи вообще нет.
Но мы не можем этого ребенка отправить дальше в органы опеки и сказать: вы знаете, прошло полгода, из-за того, что люди не знают, не понимают, на нас начинают писать какие-то комментарии о том, что мы детей забираем, но это вот еще раз скажу, что это неправда, никто детей не забирает из семьи, тем более как бы мы это делать права мы не имеем никакого там влияния на это. Это решают соответствующие структуры там, в лице администрации городов. Есть ситуации, когда ты понимаешь, что ребенка в семье оставлять нельзя. Это вредит его здоровью, не просто психоэмоциональному, а физическому здоровью. Другой момент заключается в том, что мы не готовы его никуда определять. У нас нет кризисных центров по стране. Вот недавно открылся один, и он такой пилотный пока еще, и вызывает тоже много вопросов. У кого-то много страшилок по этому поводу, но это очень актуальный для нас, к сожалению, момент. И помимо кризисного центра для детей, мы подошли к тому, что нам нужен кризисный центр и для женщин. Потому что не у каждой жертвы есть альтернатива, куда можно пойти и спрятаться. Спрятаться прям в прямом смысле этого слова, где могут гарантировать ей безопасность. То есть мы как к актуальной проблеме подошли к созданию подобных кризисных центров. Мы в течение нескольких недель объезжали районы Абхазии, в которых проводили встречи с руководителями районов. Да, на встрече присутствовали руководители района, начальники милиции, прокуратуры, органы опеки, где обсуждали подобные темы. И, к сожалению, тема семейно-бытового насилия всплывала везде, абсолютно везде. И главный вопрос, что делать? Да, мы понимаем, что ситуация выходит из-под контроля, но у нас нет механизмов защиты. Особенно если вопрос касается несовершеннолетних детей, которым нужен уход, и оставлять их в семье небезопасно, одевать их в прямом смысле некуда. Идеальных семей не существует, но есть способы оградить своего ребенка от затяжных семейных конфликтов. Просто не устраивать разборки в его присутствии, говорят психологи. Конфликты травмируют детей, несут социальные и психологические последствия, вырабатывают модель поведения, которую дети, повзрослев, повторяют в своих семьях. Ну, что касается детей, это однозначно наиболее уязвимая наша категория населения в целом. Уязвимая психически, уязвимая физически. И если вот родитель должен выступать гарантом безопасности, ну, по сути, да, то есть ребенок в семье должен быть спокоен, то в семьях, где происходят вот такие вот конфликты, насилие, да, бытовое семейное насилие, он становится жертвой и заложником ситуации. То есть тот родитель, который должен, по идее, его защищать, мы ищем механизмы, чтобы защитить ребенка от такого родителя, да, потому что однозначно не обходится без последствий, психоэмоциональных последствий. А потом немаловажно, что ребенок, который растет в семье с тем или иным укладом, он же переносит это во взрослую жизнь, и та модель поведения, которую он наблюдает в течение своего юного возраста, она откладывает однозначно отпечаток. То есть во взрослой жизни не потому, что он выбрал такой путь, а он другого не знает. Он знает тот путь, в котором он вырос, в те условия, те ситуации, с которыми он сталкивался и его родители. Поэтому он, как правило, на себя перенимает вот эту вот модель поведения. Естественно, что мы видим в будущем? Одна из тоже семей, человеческих судеб, которая поломана и, ну, собственно говоря, барахтается вот в повторении, вот этом круговороте этих событий. Вот. Хотя все эти, в принципе, события, с ними можно работать, можно предотвращать. Не бывает такого, да, чтобы в семье там вообще не было априори никаких разборок и скандалов. Такого, конечно, не бывает. Вот. Но нужно это делать так, чтобы, если уж это происходит, чтобы дети были за пределами этих конфликтов. Вот в ушедшем году, точнее, какое-то повальное было обращение в ассоциацию женщин, людей с просьбой именно помочь детям в процессе развода. То есть, когда идет бракоразводный процесс, а дети, они становятся как такие пинг-понговские мячики, то на одну сторону, то на другую. И когда один из родителей видит, что уже что-то не то с ребенком, ну, в разных своих проявлениях, там повышенная замкнутость, начинают резать вены или там, ну, еще какие-то последствия. То есть, когда родитель понимает, что все, это вот что-то не то, надо что-то с этим делать, ну, обращается к
психологу, да. То есть, ну, и этих случаев можно было избежать. Этих случаев могло бы тоже не быть, понимаете? То есть во всем нужен правильный, профессиональный, грамотный подход. Когда мы говорим о разводе, мы, конечно, это звучит смешно, профессионально, правильно подойти к этому процессу, да, но все-таки понимать, что дети – это не механизм манипулирования того или иного родителя. В конце концов, дети эти были созданы в любви, и когда-то было хорошо. И дети эти будут общими, что бы то ни случилось, понимаете? И вот с этим подходом, таким здравым, что ли, осмысленным, нужно идти вперед. Да, семья разрушилась, бывает такое, ничего склеить нельзя, но дети, они всегда будут между вами, понимаете? И если вот родитель заботится о здоровье психическом, физическом своего ребенка, я думаю, он сделает все, чтобы минимизировать вот это вот влияние такое психоэмоциональное на его состояние. Дети переживают конфликты крайне тяжело, замыкаются и чаще всего никому о случившемся не рассказывают. Более того, дети пытаются защитить своих горе-родителей. Детским психологам нужно очень постараться, чтобы ребенок смог им довериться. Как правило, к нам сюда в организацию направляют детей социальные службы. То есть мы, когда ребенок к нам попадает, мы уже примерно знаем картину, потому что нам рассказывают, по какой причине он к нам сюда попал. А дальше уже работа с психологом, и психолог с ним, там, с детьми работает на протяжении нескольких месяцев, да? Там бывает полгода и больше, может быть, и вот на протяжении всего этого времени там они устанавливают доверительный контакт, используют различные методики, и потом у нас есть возможность получать консультации у специалистов из Санкт-Петербурга. И если вот какие-то сложные такие кейсы, с чем наши психологи до этого никогда не сталкивались, никогда не работали, то есть возможность, они могут позвонить, проконсультироваться, получить профессиональную консультацию, да, и вот дальше вот по тем методикам. И опять, вот когда перед тем, как открыть нашу психологическую службу, наши девочки-психологи, они прошли обучение вот у питерских специалистов, и они с ними поделились всеми методиками, которые там они используют в своей работе. От чего дети страдают больше всего в семье? Какой проблемой? Мы знаем, что дети в этих семьях страдают, но они говорят о своей любви к своим родителям. Да, при этом не любят своих родителей. Да. И это вот очень страшно. Потому что бывает, что дети, они подвергаются там страшному насилию, при них происходит насилие, да, вот. Но они, когда вот немножко уже начинают понимать о том, что вот их семьей интересуются, слишком там часто к ним приходят, и они уже становятся в защиту, и они начинают врать и говорить о том, что у них в семье все нормально. Вот. Они, правда, их очень любят. Дети, свидетели насилия и жестокого обращения в семье – это не просто пассивные свидетели, говорит Кама Аргун. Они также страдают от этого. Если ребенок находится в семье, и он является свидетелем насилия, то есть его могут не бить. Но вот все те последствия, которые отражаются на жертве, отражаются на нем. То есть он автоматически становится жертвой насилия. И поэтому если там родители думают, что они между собой устраивают разборки, избивают друг друга, но при этом они же не трогают ребенка, то это абсолютно неправда. У ребенка будут все те же последствия, еще хуже, да, потому что это вот маленький человек еще с неокрепшей психикой, то вот к сожалению, на ребенке последствия будут очень серьезные. Недоверие к показаниям – первое, с чем может столкнуться потерпевший, нашедший в себе силы заявить о сексуализированном насилии. Расследование таких дел – одно из самых сложных и требует прочной доказательной базы. Добиться справедливости удается, в том числе и с помощью общественной поддержки. В юридической практике самым сложным является доказать сексуальное насилие, если нет биоматериала. Если нет биоматериала, можно домысливать все, что угодно. Очень сложный механизм, который в действительности сложно доказуем. И опять же, давайте вернемся к тому, что жертва любого насилия, абсолютно любого насилия, она подвергается серьезному давлению. Абсолютно в любом обществе.
да, когда женщина заявляет о насилии сексуальном или физическом, да, первое, что включается, защитный механизм у общества, который обвиняет не насильника, а обвиняет жертву. То есть жертва виновата сама. Это очень страшная тенденция, но она, опять же, существует абсолютно во всем мире. И что касается и сексуального насилия, и физического насилия, есть вот нехорошая фраза «довела», «спровоцировала». Это очень плохая тенденция. Ответственные соседи, общество, когда видят, что есть проблема в семье, куда идти, куда бежать, куда обращаться, кому говорить, как действовать? Ну, исходя из действующего законодательства в нашей стране, да, малоэффективным является обращение в соответствующие органы, потому что нет правового механизма возбуждения подобных дел. Максимум это административное наказание, опять же, 15 суток, и на этом заканчивается. У нас, нам даже, когда были случаи, у нас есть несколько кейсов по домашнему насилию, когда женщина обращалась за побоями в милицию, побои терпела она, ее дети. И ей предлагали, ну давайте, по закону не можем, давайте по-абхазски попробуем решить. То есть, ну, мы же строим государство. Очень, очень важная роль общества здесь. То есть вот если общество берется за это дело, гражданское общество, контролирует, ведет вот как бы этот процесс, то он достигает своих результатов. Это не потому, что я сейчас ни в коем случае хочу там правоохранительные органы обидеть, нет. Но, как правило, вот третье лицо контролирующее, оно должно здесь присутствовать, потому что все равно зачастую срабатывают опять-таки вот те механизмы, о которых я говорила, да, дающие возможность несколько, ну, изменить наказание или выпустить раньше срока, или подогнать ситуацию под амнистию. Понимаете, то есть такое тоже было. Поэтому, еще раз говорю, есть такие случаи, которых вот никакие оправдания, они не должны быть применены, никакие вообще, потому что это жизнь, это здоровье, собственно говоря, детей. И я всегда задаю вопрос такой встречный, не дай бог, но если представить, что на этом месте был вот ваш ребенок, какая была бы реакция? Но в то же время, конечно, есть вот наши процессы, да, которые мы наблюдаем, которые идут очень, собственно говоря, активно. И есть такие судьи, есть такие следователи, которые вот однозначно относятся к этому вопросу, не допуская никаких лазеек. Естественно, такое тоже есть. Но здесь вопрос в том, насколько сложно это доказать. Да, да. Ну, это с юридической стороны, там тоже несколько аспектов. Действительно, насилие как таковое доказать сложно. То есть, если не будет выявлено там в ближайшее время совершения вот после преступления, конечно, там есть свои нюансы, трудности доказуемости этого. Вот. Но, тем не менее, есть средства, есть способы, которые, собственно говоря, подводят к этой ситуации, доказывают обратное. Большинство преступлений по этой категории дел, а тем более совершенных в отношении несовершеннолетних, относятся к тяжким и особо тяжким. Одна из мерзких историй тянется давно. Опуская подробности, лишь отметим, что в ней фигурируют родственники с одной стороны и подвергающиеся насилию несовершеннолетняя с другой. Был судебный процесс, но доказать вину насильника не удалось. Представители гражданского общества не опускают руки и держат эту историю на контроле. На сегодняшний день у нас имеется такой текущий длительный процесс, сложный процесс, связанный с ситуацией, где задействованы родственники. Значит, есть несовершеннолетние, над которыми совершалось насилие. Но, к сожалению, это доказуемо в том плане, что есть определенные показания, да, свидетелей, самой жертвы, но почему-то так вот складываются обстоятельства, что пытаются это дело, собственно говоря, оправдать, придать ему совершенно другую форму, не слыша, не учитывая текущие обстоятельства, да, имеющиеся.
И сейчас на сегодняшний день мы имеем что? Просто травмированных детей, которыми фактически никто не занимается в плане психологической их реабилитации. Не учитывается серьезность всей проблемы, очень настолько вот эта проблема серьезная, и почему-то находятся люди, которые просто даже, наверное, недопонимают всего происходящего и, к сожалению, пытаются даже оправдать преступников. Но при этом, если его не остановить, может случиться. Да, при этом, если не остановить человека, да, этого, то, конечно, могут быть совершенно тягощающие последствия. Вот, но пока в этом плане идет определенное такое бездействие, даже как бы закрываются глаза на все происходящее, хотя там нужно копать глубже, назначать экспертизу сложную судебную, психолого-психиатрическую экспертизу, вот, и, собственно говоря, работать совершенно в другом направлении. У абхазов есть хороший опыт, когда конфликты между супругами решались на семейном совете, либо общине. Всегда находился пользующийся авторитетом старший, который мог разрешить кризисную ситуацию. В современном обществе эти механизмы практически утрачены. Наша традиционная абхазская культура и традиционный семейный быт, они потрясающе прописаны. Да, где есть четкая граница дозволенного и недозволенного, где есть четкая граница, кто чем должен заниматься в семье, и какие механизмы включаются, когда происходят конфликтные ситуации в семье. Да? То есть всегда находятся рациональные взрослые, старшие, которые помогают разрешить кризисную ситуацию и семью сохранить и укрепить. Это очень важно. Мы, к сожалению, начинаем и этот институт утрачивать. Конечно, это существовало во все времена, во все эпохи. И даже в советское время, в советском периоде, да, мы наблюдали такое. Но на тот момент все-таки были какие-то механизмы сдерживающие, факторы, которые не давали, ну, сдерживали, понимаете, вот эту вот агрессию и как-то присмиряли, что ли, население. Сюда можно отнести совет старейшин, который на тот момент, он, конечно, пользовался большим уважением в обществе, какие-то партийные организации, да, собрания. Вроде звучит смешно, но все-таки, видимо, еще та идеология того времени людей, она была иначе, естественно, совершенно другая, и поддавалась вот этому вот воздействию, то есть как-то пытались присмирить. Сейчас таких механизмов, к сожалению, нет, они стерты полностью вообще. Ну, плюс еще и идеология другая. Виной тому то ли время, то ли современность, то ли еще что-то, но вот идеология стала другая, и поэтому как-то вроде, когда за стенкой происходит скандал и крики о помощи, ну вот как-то не все реагируют адекватно и считают, что ну вот значит так надо, сами разберутся. Рецепта, как сделать так, чтобы семейно-бытовые конфликты разрешались мирным путем, нет. Но всегда есть возможность откликнуться, не пройти мимо, чтобы жертвы домашнего насилия не остались наедине с проблемой.